Вечерние новости в прямом эфире в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Прямая линия. В Москве идет пресс-конференция президента России. На месте событий работает наш корреспондент. В торговые центры без QR-кода. Глава региона Айсен Николаев подписал новый указ. Какие еще приняты послабления? Программа переселения. В Алекминске торжественно ввели новый многоквартирный дом. Ключи получили 46 жителей. Стартовала большая пресс-конференция президента Владимира Путина в Москве. В Большом зале Манежа собрались 507 корреспондентов. Между всеми соблюдена социальная дистанция. Журналисты трижды сдали ПЦР-тесты. Глава государства прибыл в зал в 18 часов 12 минут. Первый вопрос задал корреспондент Интерфакса Вячеслав Терехов. Он был посвящен пандемии, также состоянию экономики страны и тому, как выбираться из экономического кризиса. Ну и как сам Владимир Путин оценивает работу правительства и Центрального банка в этот период. Сказали, что у нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. Якутию на ежегодной пресс-конференции главы государства представляют сразу несколько наших коллег. Об организационных деталях с места событий передает наш корреспондент Айсена Бурнашова. Действительно, аккредитовано только 507 журналистов, и сама пресс-конференция проходит в Манеже. Здесь более просторный зал, и это, конечно, позволит прежде всего избежать большого скопления людей, как это было, например, в предыдущие годы. Вообще, санитарно-эпидемиологическим требованиям, ковидным требованиям в этом году уделили большое внимание. Так, каждый журналист, чтобы попасть на пресс-конференцию за несколько дней до старта мероприятия, сдал сразу 3 ПЦР-теста, и сюда попали только те, у кого они отрицательные. Сначала сдать надо было 3 дня практически подряд ПЦР-тесты. Я не первый раз на пресс-конференции, и, надо сказать, так долго и так нудно. Мы готовились впервые к ней, но, видимо, это оправдано. Оправдано существующими эпидемиологическими условиями. Это наша с вами безопасность. Чтобы задать президенту России вопрос, журналисты пытаются притянуть к себе максимальное внимание. В ход идут и плакаты, и даже национальные костюмы. Еще в кулуарах мы встретились с нашими якутскими коллегами, и они также в тренде. Мы, конечно, понимали, что нужно привлекать внимание, и, в принципе, как дань уважения нашим традициям, выбрали национальные костюмы, подготовили плакаты, немножко его так в игровой форме обозначили. В принципе, надеемся, что это даст возможность все-таки задать вопрос. Что означает этот плакат? Это мощь, сила, стремление. Якутские лошади, это всегда круто. Я была в 2014 году на пресс-конференции Путина. В тот раз мы не одели якутские костюмы, а зря, оказывается. В этом году во всем наряде мы приехали, приехали в костюмах и очень надеемся задать вопрос про Ленский мост. Вопрос про Ленский мост будет. У нас самый большой по территории регион, и транспорт, и дорога – это проблема номер 1. Рекорд пресс-конференции Владимира Путина – это 106 вопросов. В среднем журналисты задают около 60. В этом году якутские журналисты также надеются быть услышанными и надеются задать прямой вопрос президенту России и получить на него прямой ответ. К другим темам Главное управление МЧС России по Якутии собралось на пленарном заседании и подвело итоги года. Отмечено, что благодаря своевременным действиям весной удалось защитить от паводка населенные пункты, подверженные весеннему и летнему половодью. Ну а в жаркий сезон профессионалы отстояли более 40 сел и поселков от перехода огня с лесных пожаров. Сегодня уже главой поручено, и мы работаем, готовимся, уже сделали анализ прошедшего сезона. И мы сегодня уже готовим комплексный план, в котором все будут задействованы и все будут работать, как говорится, как один человек, как одна команда, одна рука. В Алекминске торжественно ввели новый многоквартирный дом, построенный по программе переселения. Ключи получили 46 жителей. Сюжет нашего корреспондента.
Накануне Нового года 46 жителей города Алекминска получили долгожданные ключи от новеньких квартир. Здесь поселились жители из разных районов города. Вот зашли в свою квартиру выделенную, и сразу душа как бы возвысилась. Сразу чувствуется тепло, светло и очень хорошее расположение комнат. Но еще пока мы не освоились. Открывается дверь. Первые шаги в новом жилье. Первое впечатление. Светло и тепло. Очень тепло. Так как мы замерзли, думаем, мы здесь будем мерзнуть. Оказывается, здесь очень тепло, благодать. Просто радостно. Мы как узнали, что нам дают квартиру в этом доме, с одной стороны очень порадовались, а с другой думаем, первый этаж опять будем замерзать. Ну, и я тем более так волновалась, и как вошла сюда, сразу радость такая, тепло. Устала от ведер, радостно рассказывает Земфира Букалова. Конечно, дети помогали, а теперь, наконец-то, красота. 3 года мы ждали эту квартиру, 3 с лишним. Каждый раз нервничали, наверное. Но все обещали, вроде бы все уже перевозят, опять оставляют. В прошлом году вот 39-й переселили, нас были вместе с ними, опять оставили. И поэтому нынче прямо, я уже дочери говорю, пока ключей не будет, я не верю, что квартиру получили. Ну так мне нравится, во-первых, светлая, вот. Программа переселения работает. Это не последнее новоселье, и это здорово. Всего порядка 112 домов в программу включено, многоквартирных. Вот. И это, в общем, всю программу, да. В этом году мы сейчас 2 дома вводим, туда заселяются 18 многоквартирных домов. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Требования по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили. В Якутии соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Кроме того, разрешили проводить официальные спортивные мероприятия при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили вообще без зрителей. Также режим работы предприятий общепита, в том числе банкетных залов, продлевается до часа ночи. В Чурапчинском Улусе открыли новый модернизированный кадровый центр под названием «Работа России». Напомним, это уже 2-й такой центр в республике, построенный в рамках национального проекта «Демография». Чурапчинский район является одним из лидеров в сфере сельского хозяйства. Это развитый аграрный район. Здесь требуются кадры для аграрного сектора. Да? Здесь учебные заведения, высшие учебные заведения, средние учебные заведения. Поэтому вот трудоустройство выпускников этих заведений для нас тоже является приоритетом. Поэтому вот кадровый центр, который находится в центре села Чурапча, будет местом притяжения, будет таким местом, где человек найдет свое место. В Якутске подвели итоги 2-го республиканского конкурса эссе «Science Vinces» на английском языке, организованный в честь дня рождения первого президента Якутии Михаила Николаева. Подробнее Саргалана Неустроева. На английском языке сегодня – это единственная возможность школьника по-настоящему проверить свои знания. Аналогов конкурса на сегодняшний день в республике не существует. Участие в проекте приняли 26 учащихся из 21 образовательного учреждения республики. Заранее дается задание, имеется в виду тема конкурса, и ожидается то, что участник будет отправлять свою видеопрезентацию и текст того конкурса, своего выступления. Фактически это называется эссе. Это на свободном таком языке. Абсолютно можно любой формат сделать, но самое главное — донести идею, логику. Тема этого года – ретроспектива Михаила Спиранского «Идеи и идеалы» стала настоящим вызовом для каждого. Участие в конкурсе приняли лучшие из лучших. Оттого еще приятнее было одержать победу. Тем не менее, помимо признания, конкурсанты, занявшие 1-е и 2-е место, получили и сертификат на сумму 50 и 25 тысяч рублей соответственно. Мы хотим сделать так, чтобы наши дети, которые объединены общими помыслами о развитии родной республики, родной страны, могли получить такое очень хорошее образование, могли иметь возможность обучаться в ведущих вузах не только страны, но и мира.
Действительно, цель ребят, принявших участие в конкурсе, это поступление в престижные вузы. Так, например, Владимир Горохов уже в следующем году планирует поступить в дипломатическую академию Министерства иностранных дел. Я занимаюсь английским с самого детства, еще с детского сада. И постепенно я больше и больше увлекался английским языком. Победа в этом конкурсе значит то, что мои способности, они их видят, и это очень ценно для меня, потому что я всю жизнь стремился на самом деле к этому. Конкурс был организован в рамках проекта Целевого фонда будущих поколений «Сотворение будущего» и действует по всей Якутии. Чтобы принять в нем участие, надо лишь пройти регистрацию на сайте Малой академии наук республики. Сарглана Неустроева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В преддверии Нового года активисты Общероссийского народного фронта дарят праздничное настроение многодетным семьям. Сегодня они в костюмах помощников Деда Мороза и Снегурочки побывали в гостях у семьи Альференко. Детям вручили подарки. Активисты ОНФ вот уже 2 года дружат с многодетной мамой и ее детьми. По всем праздникам стараемся приезжать, привозить подарки, потому что дети активные, дети развиваются, детям интересно все это, и стараемся устраивать праздник детям. Дети всегда реагируют очень хорошо на подарки, как бы неизбежно. Новый год — это не Новый год, а дети всегда рады чуду. Сегодня Новый год, дети нарядились, тоже помощники Деда Мороза, мы тоже помощники Деда Мороза, пришли с подарками. Ну, вроде весело посидели, рассказывали друг другу истории, потанцевали, попрыгали, подарили подарки. Новогодняя игрушка «Твоей бабушки» под таким названием открылась в Уснерском краеведческом музее выставка игрушек и новогодних открыток прошлых лет. Мы ежегодно проводим такие выставки, и у нас каждый год пополнение. Люди приходят, смотрят, что-то приносят. Вот у вас такой игрушки нет, а мы вот вам подарили. С одинаковым интересом эти игрушки рассматривают и взрослые, и дети. Детям, конечно, интересно, откуда взялись та или иная игрушка. Ну, в прошлом году нам принесли много-много цепочек. И у нас почти весь зал был украшен цепочками. Очень много таких интересных историй. В прошлом году мальчик пришел, посмотрел, ему очень понравилось, что... И говорит, можно я свою поделку принесу? Ну, принеси. И вот мы с прошлого года эту поделку сохранили. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас и будьте всегда в курсе.